он стух. И ничего нового не появляется ни в Ижевске, ни в России, ни в мире. Ну, скажем, был такой невероятный период, когда стало появляться много всего. В конце 90-х было прямо буйство. И во главе этого буйства 90-х в Ижевске стояло несколько команд. Анри, там, Чики-Пау-Папа, ну и прочие тролливали сны. Они научились играть немножко и стали править умами поколения. Потом это немножко схлынуло, и лет где-то, через 10 настала эпоха альтернативы, когда новые поколения стали играть вот эту вот музыку, такую страшно довольно-таки, из которой появился потом Гараж 1361, о котором до сих пор все помнят и говорят, и там Фаренгейт, и прочее. На этом тоже как бы все и закончилось. А между этими двумя историями случился краткий и очень яркий всплеск электронной волны, которая с конца 80-х, там, по сути, рок-музыка и электронная музыка с конца 80-х шли примерно одинаково. Там, условно, в 91-м году здесь играла китайская революция, а здесь стук бамбука. И эти два направления, видимо, встретились в 99-м году в Юденсе, когда появилась площадка, где было и то, и это. Но дружбы, конечно, не случилось никакой. Потому что все электронщики смотрели на рокеров свысока, а рокеры думали, что за херня вообще, вот как надо играть. Но местами, видимо, все-таки какие-то связки происходили. А в целом такая институализация, что ли, электронной музыки происходила за счет клубов и дискотек. А рок жил в Интеграле, в Редукторе. И, соответственно, Валера Паровоз и Вова Жилкин, которые держали две этих площадки, они через себя и протащили всю эту историю. То есть здесь роль человека, площадки и некой экономической обоснованности всего происходящего — это обязательно. Так конец 90-х дал всплески тому и другому направлению, потому что появились, среда возникла. Появились инструменты нормальные, появились площадки, на которых можно было играть. И те, кто был юн во времена великого русского рока, они стали достаточно взрослыми, чтобы что-то сказать. Вот это поколение Анир, Ищенко, Африканец и Марина Сальникова, вот эти 4 столпа до сих пор существующих, но так получилось, что они уже с этим никому не были нужны. Странно, конечно, все это. В результате, так как за электронную музыку взялся Юминов, который протащил ее через все свои площадки, через Юденс, Вавилон, и дотащил до московского лейбла «Снегири», в результате чего они смогли издаваться на независимом приличном лейбле, то это и стало феноменом, о котором услышали там, и оттуда сказали: ого, ничего себе, Удмуртия-то что может? А удмуртского рока как бы никто и не заметил, потому что не случилось того, кто бы мог эту историю до туда дотянуть. Меня вообще реально удивляет, что такой интерес к этой теме есть. Потому что у меня это относится к разряду профессиональной деформации. Это настолько было много и ярко, и больно, что до сих пор вызывает такую реакцию, понимаешь? Я, допустим, не стал бы на эту тему говорить, чем в сотый раз пытаться что-то сформулировать. Безусловно, мною движет некое, чего уж тут греха таить, обида даже, да? Обида на то, что это не было признано, что наши усилия с Иминовым, они не были признаны. При всем, что они фактически-то уже признаны. Как бы никто из этих музыкантов, став взрослее или став мудрее, просто некоторые одряхлели, если так можно сказать, они не сказали, что да, так-то и так-то, мы были молодые подонки и относились без должного уважения к труду этих двух дяденек. А самое главное, что, понимаешь, мы действительно обладали огромной энергией и хотели сворачивать горы, и хотели сделать сказку былью. И мы готовы были вложить в это все, и мы говорили: нам много-то не надо, мы готовы вам построить такую сказку, что вы потом всю жизнь будете извлекать пользу и прибыль в том числе. Дайте нам сейчас намного меньше. Нас не было услышано. Технология вообще банальна. И главный постулат заключается в том, что есть Манчестер, есть Шеффилд. И это реально. Также Ижевск мог быть тоже реальным. Но теперь уже нереально, потому что это всего лишь на сегодняшний день миф. Миф и еще раз миф. Просто дело в том, что гений Юминова заключался в том, что он очень хотел, а он был последним подонком, в том смысле, что он не хотел работать, не хотел учиться, он хотел кайфовать. И он четко и честно говорил: я хочу, чтобы у меня был свой лейбл, чтобы было как у них, понимаешь? Да, мы играли в лейбл, это было просто пиздец как круто, но потом это все рассыпалось. У нас были амбиции, у нас была энергия. Но когда тебе говорят: а кто ты такой? После этого все закончилось. Именно на этом этапе, на этой фазе. Когда только пошли какие-то первые денежки: кто ты такой, чтобы моими деньгами
Мы у этих гребаных легких снегирей вообще вам что-то выбили, лишь бы попасть в их дистрибуцию, чтобы ваша пластинка по всей стране оказалась. Почему понять-то этого не можете? Поэтому давайте ваши первые деньги пойдут на создание второго альбома. Кто вы такие? Ну и короче, вот. То, что происходило с электронной и околоэлектронной музыкой в Ижевске, о которой до сих пор все вспоминают, это как раз и были действия по формированию среды. Среда — это такая вещь, в которой может существовать не одна, не две, не три, а гораздо большее количество групп. И механизмы тут могут быть самые разные. А эта штука такая дорогостоящая, и на нее нужно тратить ресурс. Если есть деньги, нужно потратить деньги, много денег. А если денег нет, то нужно потратить жизнь. Я на электронную музыку потратил 30 лет своей жизни. И результатом, ну, в общем-то, доволен. Хотя могло быть и лучше. Нам показалось, что мы смогли создать эту среду с помощью площадок, фестивалей, радиопрограммы, телепрограммы. Я имею в виду «Рыба Морзе», «Новости подводного Ижевска» или «Клуб Вавилон», как площадка, на которой все это можно было достойно представить. А вот работа с отдельными музыкантами приводит к тому, что что-то происходит только с отдельными музыкантами. Вот у меня как-то был спор с Пашей Поздеевым по поводу всяких там удмуртских дел, где Саша Старков говорил, что, мол, они там с Silent Fugur работают, у них там все хорошо, и скоро вы увидите, как удмуртская музыка зацветет, станет куститься и все ароматно вокруг изменять. Мне тогда было ясно, что никакой речи о формировании среды не идет, обычная менеджерская работа, что и произошло. Группа Silent Fugur добилась того, чего менеджер совместной работой мог достигнуть, но не более того. К слову о Silent Fugur и Свете Ручкиной. Для меня был такой очень отрезвляющий момент, когда очень щедрый и понимающий смысл происходящего Артемий Троицкий сказал как бы без особого энтузиазма. Ну да, типа Ижевские Кренберис. Я-то думал, что он скажет, что это все-таки Ижевский Кокто Твинс, и все об этом зашуршат. А вот хрен, понимаешь? Не вызвало это должного впечатления. А все почему? А потому что всем удмуртским рок-музыкантам не хватает трэша, не хватает банального качества. Недообразованные, значит, не докрутили продакшн. Да я стою на том же. Качество придет. Главное создавать то. Для себя я определил свою задачу. Просто делать удмуртскую культуру разнообразней. Не качественнее, не еще что-то, а просто разнообразней. Чтобы удмуртская культура могла говорить: да, у нас есть рэп, у нас есть хип-хоп, у нас есть прикольный экспериментальный театр, у нас есть это, у нас есть это. То есть для меня это как бы является показателем богатства своего образа рода. И я глубоко уверен в том, что количество обязательно должно перейти в качество. Но сил и терпения не хватило. Сейчас я ушел из медиапространства, смысл что ли пропал. Типа того, такое ощущение. Я занимался активно Юмшан 57, это с 2008, наверное. Это было какое-то интуитивное ощущение того, как должна поменяться среда. Вот в исходно предлагаемые обстоятельства помещается эксперимент. И либо эксперимент умирает, либо исходно предлагаемые обстоятельства изменяются. И здесь был помещен эксперимент в удмуртскую среду. И среда убила эксперимент, по моему ощущению. Удмуртская культура невероятно прекрасна. В ней очень много интересного. И гений Паши Поздеева заключается в том, что он практически единственный, кто вот так вот переводит ее на современный язык разными способами. Но он все время один. Я не знаю, как так можно. Вот у меня есть список тех, кому нужно поставить памятник. И первые в списке это Поздеев, Юминов и Ищенко. В определенный момент запала в голову Кострома Иван Купала. И возник вопрос, а почему нельзя делать точно так же на удмуртском? Ну, в общем-то, все оттуда и пошло, бурановские бабушки и так далее. Когда я занимался плотно, мне четко виделось, базой как раз была музыка. Ну, ценность музыки в том, что на ее основе можно объединять группы молодых людей и сообщество. Вот. А если говорить о том, чем я занимался, это в первую очередь дискотеки. Потому что дискотеки — это финансовая база. То есть был какой-то доход, и получалось этот доход тратить на помощь Silent Fugur первые шаги, или помощь еще каким-то проектам, которые отвечали идеологии той, которую я сам себе придумал. И вот эта вот помощь, которую оказывал Юмша, она притягивала к себе. А потом я отпускал их в свободное плавание. Ну, то есть, когда Silent Fugur поднялся, в результате вокруг меня не набралась критическая масса людей, глядя на которую я мог бы сказать: о, среда поменялась. Тот человеческий ресурс, который объединился вокруг Юмшана, он потреблял, он не помогал производить.
Сейчас наша промо-группа «Культ Просвет» находится на стадии заморозки. Ну, потому что сезон 2015-2016 закончился с очень печальными финансовыми показателями. В какой-то момент мы принялись играть на рынке концертов, то есть попытались заниматься таким социальным предпринимательством и попробовали сделать эту историю хоть сколько-то самоокупаемой. И вот где-то с осени 2012 мы привозили какие-то группы, и все шло вот так вот в гору до конца 2014. А потом случился такой бэдэмс, и в этот бэдэмс мы сразу не поверили, думали, ай, ладно, и там был просто ужас. Условно говоря, мы вышли из сезона с долгом в 500 000. Люди перестали ходить на концерты, перестали браться деньги оттуда, откуда они брались. Вот, на мой взгляд, культурный всплеск достиг максимума в 2013 году. И эта точка группа Silent Fugur играет в Национальном театре с симфоническим оркестром. Вот тогда был абсолютный финансовый пик по всем показателям. И тогда был всплеск всего. И этим всплеском мы уткнулись в потолок. Ну, потому что если бы подобное происходило в какой-нибудь условной Англии или Америке, то тот факт, что человек достигает такого уровня в столице, ну, довольно-таки густо населенного региона, то, во-первых, ну, его все знают. Во-вторых, у него есть деньги, чтобы жить хотя бы. При этом его печатают на обложке главного журнала города хотя бы. И чё? Где это у нас? В Ижевске нет культуры выступлений, культуры техники, культуры озвучивания. И самое главное, нет культуры уважения к тому, что делают музыканты. Вот вы себе представьте, что было бы с ансамблем The Smiths, если бы их поклонники в Манчестере не ходили бы на их концерты за билеты и не покупали бы их пластинки. Вот вам совершенно законный ответ. Мы бы не знали группу Смитс. А ведь поклонники и любители музыки в Манчестере не только группу Смитс любили и ходили, но еще и Happy Mondays, еще и New Order и много других очень хороших команд. Я почему про Манчестер говорю? Потому что этот город, он по численности населения приближается к Ижевску. Ижевск не маленький город. И вот весь этот шлейф исторический с электронной музыкой в Ижевске, он как раз говорит о том, что все, что происходило, было гораздо любопытнее за его пределами. И мало кого интересовало внутри. И более того, внутри это никак не анализировалось, не понималось, и в принципе это никому не было нужно. Ну, Ижевск всегда создавал некое чрезмерно концептуальное искусство, да? Но где, черт побери, хит? Где песня, где нерв, где чувство, понимаешь? Я не знаю, почему у нас отсутствует возможность, способность сделать песню, которая прям цепляла за уши, которую хотелось бы повторять вновь и вновь. При этом, да, я говорю, у нас есть талантливая молодежь, которая научилась там делать там все прочее. Ну как бы я страдаю, что нету песни. Хотя, я тебе скажу, была песня, когда мне в силу долгих витиеватых обстоятельств выпала честь и поехать как сопровождающее лицо с Ваней Белослуцевым на Евровидение малых народов. Да, такой вот удмуртский паренек в Испании, и он пел эту песню «Тау ты нык», как сейчас помню. И я до сих пор считаю, что это хит. И это хит, дожми чуть-чуть, блин, да он мог бы стать до сегодняшнего дня символом Удмуртии, современной Удмуртии. И Талмас этого злоебучего, извините меня за выражение, песня на уровне Аха, исполнена так, что я просто сидел и ревел. Где это все? Где? А потом, когда приезжаешь и рассказываешь на каждом шагу, парни, ну просто, возьмите песню в ротацию. Нет. Вы что, тупые? Тупые вокруг все сидят, потом жалуются потом. А почему у нас все вот так? А потому что нам говорили в свое время. А теперь я, короче, стою такой обиженный на всех гондон. Понимаешь? Show.
шумные